Раз. Добрый день, дорогие жители автодорожного округа, коллеги. Сегодня модератором буду я. Сегодня у нас встреча и обсуждение населения по вопросу стратегического развития города Якутска. Докладчик у нас Евгений Николаевич Григорьев, присутствует заместитель главы Гаврилов Георгий Игоревич и структурные подразделения окружной администрации. Также сразу хочу согласовать регламент сегодняшней встречи. Выступление главы у нас займет 15 минут, выступление эксперта 3 минуты, вопросы-ответы тоже 3 минуты. Сразу хочу предупредить, вопросы зала будут приниматься только в стоящий микрофон посередине, так как у нас транслируется все на YouTube-канале. Также, если мы по таймингу не успеем ответить на какие-либо вопросы, прошу подойти к нам. У нас тут сидят структурные подразделения. В принципе, всем на все постараемся ответить. Спасибо. Здравствуйте. Я, во-первых, извиняюсь за опоздание, за то, что заставил вас ждать. Я надеюсь, вы за это время поговорили, какие-то вопросы, может, сформулировали. Мне очень волнительно здесь находиться, столько народу пришло, значит, вопросов много, наверное, поэтому очень быстро доложусь. Мой доклад будет в 2 частях. В первой части я расскажу за общие планы по городу Якутску, а во второй части конкретно по автодорожному округу. Далее мы с вами, надеюсь, будет у нас выстроен правильный диалог, по которому мы, значит, сможем корректировать наши планы. Вы увидите наши планы и внесете свои предложения, а также текущие вопросы, которые у вас могут возникнуть. Справа от меня находится карта автодорожного округа. Мы сделали подобную карту по каждому округу, по каждому пригороду. Вы можете потом подойти и посмотреть, эта карта останется у вас в управе. Здесь виден полностью перечень домов, которые попадают под программу переселения, перечень строительства спортивных площадок, которые мы будем делать в городе, строительство социальных объектов. Более того, здесь видны благоустройство дворовых территорий, комплексное благоустройство, куда мы заходим по программе «Мой двор», а также, значит, линия освещения и дорожного строительства. То есть детальная проработка вашего квартала где-то будет. Значит, мы сегодня находимся с точки зрения развития города Якутска на очень важном этапе. У нас вот-вот готовится подписание главы республики указа о социально-экономическом развитии. Это очень важный программный документ. Подобного указа ни у кого больше нету. В республике это будет только у нас, у столицы, по которому будут определены источники финансирования по нашему дальнейшему развитию. Значит, планируется, что Александр Сергеевич подпишет его 8 сентября. Значит, и горизонт планирования 10 лет. То есть к 2032 году основная дата, которую мы должны получить, город, который будет эталоном того, как нужно жить на севере. То есть такая амбициозная, крепкая задача взята, и мы сегодня с полной уверенностью смотрим, что это можно сделать. Хочу поделиться с вами некоторыми цифрами, которые лягут в основу указа. Эти цифры, они сегодня уже закреплены в наших программах, поэтому это не мечты, а цели. То есть это конкретные планы, которые мы должны исполнить. Пожалуйста. С точки зрения развития отрасли образования, мы сегодня для себя фиксируем в городе основную проблему, которая есть, это загруженность социальных объектов. У нас загруженность как по школам, по детским садам, поэтому задача номер 1, которую мы должны решить, это построить больше школ, детских садов. К цифрам: 17 тысяч мест мы создадим в школах, это 12 новых школ и 5 пристроев. К 3 пристроям мы уже получили финансирование. В этом году мы начинаем пристрой к школе СОЖ номер 12 в пригородном, СОЖ номер 5 в городе Якутске и СОЖ в Хатасах. Значит, также мы должны решить вопрос с детскими садами. 5 тысяч мест в детских садах – это наша цель, которую мы должны сделать. Значит, и есть амбициозная задача по развитию среднеспециальных образовательных учреждений. На таких на территории города действует 10. Мы хотим их, значит, собрать в одном месте, в одном студенческом городке современном, суперкампус, который планируется построить в Кангаласах. Это позволит уже сегодня, значит, освободить в городе Якутске 64 тысячи квадратных метров
помещений, которые занимают эти учебные заведения. Опять же их реконструировать, капитальный ремонт произвести и ввести в оборот как детские сады и школы. Ну, сельскохозяйственный техникум – это типовая школа, для понимания, да, то есть техникум перенести в суперкампус, построить на этом месте школу. Ну, значит, сегодня нужно исходить от потребностей, которые есть у города. Значит, вот такая же проблема у нас, и решение ее есть от культуры. Мы должны построить 7 культурных учреждений, 8 детских школ искусств. По обеспеченности спортивных объектов мы точно оцифровали, какая необходимость там есть. И уже сегодня нам минимум необходимо 8 больших спортивных объектов. К слову, на прошлой неделе мы начали строительство долгожданного объекта в Хатасах. Ну и, соответственно, такими же темпами мы будем строить спортивные объекты, в том числе у вас в автодорожном округе. Значит, об этом уже ближе к округу, когда покажем на карте, где что должно быть сделано. Задача по развитию города Якутска сводится не только в строительстве объектов, но и в создании новых рабочих мест. Сегодня мы для себя ставим задачу создать 20 тысяч новых рабочих мест. Для этого сегодня реализуется ряд подходов, в том числе развитие новых отраслей экономики, креативная экономика. Значит, мы сегодня в рамках этого совместно с республиканскими структурами реализуется проект «Квартал труда», где будет развиваться часть креативной экономики. Значит, также идет активное развитие в республике IT-индустрии, ну и в целом поддержка иных видов предпринимательства, связанных с народным хозяйством. Это один из приоритетов развития города Якутска. Дальше. По программе переселения сегодня реализуется в городе Якутске второй этап. Это дома, которые попали в программу до 1 января 2017 года. Таких домов в городе 165. Из них будет переселено 5124 человека, получат новое жилье, либо денежную компенсацию. Значит, по 3300 многодетным семьям получат земельные участки. На прошлой неделе, благодаря реально титанической работе Галины Никентьевны Данчиковой, мы наконец-то смогли сдвинуть федеральное Росимущество в Москве, и 2200 земельных участков будут, значит, распределены среди очередников, которые стоят на получение по праву их семьи как многодетной. Это большая победа, такого, значит, массового распределения земельных участков еще не было на территории города Якутска. Перевели из федеральных земель в муниципальные. Значит, по вопросу развития и безопасности города Якутска у нас отдельным вопросом стоят как берегозащитные сооружения, это, значит, решит вопрос зон подтопления. Также у нас стоит вопрос восстановления городских озер, проточности горканала. Это все будет заложено в указ главы республики, это будет нашей ежедневной работой, по которой мы должны будем восстановить проточность горканала и, значит, озер городских. По дворовым территориям у нас есть очень хорошие результаты, которые необходимо сегодня отметить. Мы в этом году начинаем, пожалуй, самое большое благоустройство на территории города Якутск, которое когда-либо было. Мы в этом году запускаем проект Илдархана Республики, проект «Мой двор». Что это значит? Мы в течение 5 лет на территории города Якутска будет обустроено 150 дворовых территорий. Это многоквартирные каменные дома, у которых с момента строительства там дворовая территория пришла в негодное состояние. 150 дворовых территорий за счет бюджета будут отремонтированы, новая площадка, новый асфальт, новые санитарные точки, чтобы позволить благоустройство города подтянуть на иной уровень. Эта задача нам также позволит вычистить город от песка, грязи, которая, к сожалению, сегодня идет с дворовых территорий, с внутриквартальных проездов. Мы, помимо этого, для себя поставили еще дополнительную задачу в рамках того, что, как мы видим, сегодня очень активно люди занимаются спортом в свое свободное время, на велосипедах катаются, мы строим велодорожки отдельно, велокаркас города. Также мы видим, какой популярностью пользуются зоны спортивных площадок на улице. На улице Крупской, на 202 микрорайоне всегда очень много народу, которые любят подтягиваться, турники. Значит, и поэтому мы для того, чтобы шаговая доступность была у каждого человека, подойти к каждому такому тренажеру, 75 таких площадок, 75 площадок построим в течение 15 лет.
В деньгах это одна площадка 1 миллион. Поэтому здесь в обсуждении с вами мы, кстати, можем вносить корректировки о том, где будем, значит, устанавливать эти спортивные площадки, где мы будем устанавливать теплые остановки, значит, и где в случае уже более детальной проработки вносить изменения по дворовым территориям в том числе. Значит, это все делается, во-первых, для вас, для жителей города Якутска, не для каких-то там программ или прочее. Это прямой вклад в благоустройство города Якутска. Мы, значит, по уличному освещению очень хорошо продвинулись. В целом нужно понимать то, что в сравнении цифр до 2019 год вложено было в строительство новых линий освещения 8 миллионов рублей, в 2020 году 20 миллионов рублей, в этом году мы вкладываем рекордные 78 миллионов рублей. То есть будет построено порядка 700 опор уличного освещения. Задача ставится очень амбициозная, в ближайшее время осветить весь город. Сегодня до начала строительного сезона освещенность города составляла 64%. Мы себе ставим измеримую задачу в течение 3 лет довести освещенность города ближе к 100%. Значит, сложная задача, но сегодня позволяют, значит, подходы сделать это вполне реально. Мы получили огромную поддержку от республики, Айсеном Сергеевичем было выделено, вообще повезло то, что глава республики работал мэром города Якутска. Он понимает все наши текущие проблемы. Значит, волевым решением было выделено дополнительно нам 70 миллионов на строительство, значит, уличного освещения, и такими же подходами мы заходим ежегодно в рамках столичных функций. То есть такими темпами осветить город – это дело времени. В этом году мы начинаем, пожалуй, уже давно, то, что надо было начать, строительство общественных теплых туалетов по городу Якутску. У нас особенность города в том, что совсем не за горами зима скоро, как говорится, ну и, соответственно, вопрос бытовой, он останется как и есть, поэтому мы в этом году начнем центральной части города строительство теплых общественных туалетов, посмотрим, как они ведут себя в эксплуатации, и для себя определили уже 39 мест, где будут строиться. Это остановки, как и остановки, эти туалеты будут муниципальные, значит, обслуживать их будет город, ну и, соответственно, формат обслуживания, как это должно быть сделано, это все будет корректироваться в ходе работы. Да? То есть есть разные подходы, кто-то говорит, что это должно быть платно обязательно для того, чтобы там не было разброда и шатания, чтобы люди только заходили. Ну, это отдельный вопрос, будем его по ходу работы корректировать, но начинаем с этого года. Строительство теплых туалетов. Значит, следующий вопрос по дорожному строительству. Как вы все прекрасно знаете, видите, у нас город Якутск 3-й год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Очень амбициозная задача. Мы должны понимать следующую вещь. Вот в этом году мы зашли на рекордный показатель 49 километров. Для сравнения, это в нулевые года делалось за 10 лет. То есть за 2 года предыдущих мы настраивали эту систему, да, были где-то сложности, значит, но уже сегодня мы понимаем, что на текущую дату более 26 километров дорог уже в асфальте лежит. Мы идем сегодня хорошими показателями, по первому слою порядка 70% уже заасфальтировано, и мы твердо уверены, что до конца октября, до введенного, значит, обозначенных контрактными сроками, все работы будут завершены, дороги будут в асфальте. Это позволяет нам сделать следующий вывод, то что к 2024 году мы приведем в соответствие улично-дорожную сеть города Якутска, 85% дорог будут соответствовать нормативам. Соответственно, дальше поддерживать их в текущем состоянии, проводить текущий ремонт, это уже совсем другие ресурсы, это вполне реальная задача, даже муниципалитету отдельно с этим справляться. Сегодня огромная благодарность, значит, национальному проекту. Национальный проект был инициирован вообще по всей стране, значит, и это позволяет сегодня таким городам, как Якутск, решать эти закоренелые проблемы. Да, дороги у нас не в первый год в таком состоянии, но заметьте, люди быстро привыкают к хорошему, мы забываем, какие они были, и слава Богу. Дай Бог, мы до 2024 года еще 200 километров дорог будет отремонтировано. Так, по общественному транспорту у нас следующая проблема, которая большая есть, и мы ее сегодня уже обозначили по решению, это приобретение 100 новых автобусов.
для системы общественного транспорта города Якутска. Это современные автобусы, нужно признать и называть вещи своими именами. Пазики – это страница, которую надо перелистнуть. Сегодня нужно твердо осознавать то, что пазик – это автобус, который по паспорту предназначен для сельской местности. Да? То есть пока мы будем возить людей на пазиках, мы сельпо и останемся. Сегодня, значит, система развития общественного транспорта, значит, она позволяет даже из отечественных производителей подобрать низкопольные автобусы, которые будут работать на комплимированном газе, значит, эксплуатация их будет дешевле, они будут комфортнее для людей. Поэтому мы сегодня совместно с республиканскими властями готовим, значит, 100 автобусов к столетию республики, 2022 году. И это позволит нам сегодня корректировать маршруты, делать их удобнее, значит, и внедрять постепенно все большее количество новых автобусов в городские маршруты. По остановкам, значит, мы в этом году поменяли подход по работе с теплыми остановками. Если до текущего года теплые остановки строились по принципу выставлялся на аукцион земельный участок, значит, выходит предприниматель, заключает договор аренды на земельный участок, и у него взаимоотношения земельные с нами, то есть он платит аренду за землю, что там построит, как будет эксплуатировать, это уже его право, мы в его имущество не можем регулировать. Этот подход мы отменили, дальше мы будем строить теплые остановки только одним подходом, который, значит, выглядит следующим образом. Мы сегодня строим остановку сами, единого стиля, единого формата, из одних и понятных материалов, которые являются удобными для населения и значит, эксплуатируем их сами. То есть, если мы сдаем эту остановку, то мы сдаем уже ее как остановку, значит, у которой есть требование открыться раньше первого автобуса и закрыться позже последнего автобуса. Если содержать ее в чистоте, значит, если ты не способен это сделать, как предприниматель, значит, придет другой предприниматель, который будет это делать. Но ответственность на себя мы оставляем. Значит, это наше городское имущество, и эксплуатировать его будем мы. 100 остановок теплых в этом году, значит, приняли для себя этот план. В текущем году мы в течение сентября, наверное, Алексей Михайлович, в течение сентября, да, сдадим 20 остановок? Да, до конца сентября 20 остановок в городе появится. 3 из них вы уже видели, наверное, это сельскохозяйственный техникум, ДЖО и на Воинской стоит такого же формата. 100 остановок в городе появится, потому что остановки – это обязательная часть системы общественного транспорта в нашем городе, по-другому быть не может. Так, по интернету здесь мы для себя приняли тоже очень важное решение. До 2022 года от мыса до мыса, от Кангаласа до Табаги мы обеспечим интернет полностью, в том числе во всем частном секторе, где у людей есть желание. К слову, к 1 сентября уже подключаем Марху, дальше Сатал, ну и такими темпами до конца 2022 года полностью подключим интернет. Это более чем 29 тысяч домохозяйств. Пожалуйста, дальше. Ну и теперь конкретно по автодорожному округу. Вот эти вот данные, которые я сейчас вам, я зачитывать не буду, я надеюсь, всем видно. Эти же данные у вас есть здесь на карте. К слову, нужно отметить то, что у нас автодорожный округ является одним из самых больших округов по оказываемому вниманию. Мы в этом году только строим и ремонтируем более 10 километров дорог в автодорожном округе. Это больше, чем у всех остальных округов. Значит, а в следующем году такими же темпами продолжаем 6,5 километров дорог. Значит, и по программе переселения у нас попадает туда из 165 по городу 18 многоквартирных домов. Значит, у нас большие планы по строительству социальных объектов здесь. Школа в 153-м квартале, значит, строится школа в Прометее на 990 мест, пристрой к школе 19 должен быть, и строительство детского сада, строительство школы в воинской части, там, где у нас реализуется сегодня квартал Звездный. Значит, по детскому саду на воинской части 2 детских сада, значит, и по строительству и по ремонту дорог, зачитывать не буду. Отдельно, если подойти, здесь на карте все видно, где какие улицы будут ремонтироваться, реконструироваться, ну и здесь на этой презентации тоже. Нужно понимать то, что текущий год 10 километров, следующий год 6,5 километров, дальше. 23-й 4,2 и 24-й это 8,1 километра дорог. То есть вот дальше. Фотографируйте, да? Да, там верните.
Еще назад? Да, здесь вот эти же улицы, они здесь все обозначены. Вы потом подойдите к карте этой, по карте можете потом нас проверять. А? Да, и дальше, пожалуйста. Ну вот и про то, что я сказал, про уличное освещение, только строительство линии наружного освещения по автодорожному округу 1287 опор будет построено. Это колоссальный объем, то есть практически весь автодорожный округ, он должен быть у нас освещен. Вот по годам мы расписали, когда, в какие улицы будут. Ну, 2021 год по адресно и 2022-2023 года у нас по опорам расписаны. То есть программа по освещению улиц автодорожного округа, она сформирована, но колоссальная реально. Так, дальше. По 5 спортивным площадкам, вот эти воркаут-площадки, о которых я говорил, это воркаут-площадки, которые определены, значит, по адресам, вот вы их видите. Если тут в течение работы будет понимание, что где-то можно их, допустим, как произошло, вот мы в Кангаласах с жителями на такой же встрече договорились, что они сказали, нет, давайте нам постройте в одном месте, но стройте, значит, сразу баскетбольную, волейбольную там и тренажеры. Но это по автодорожному округу так не получится, у нас слишком большой, поэтому лучше сделать так, чтобы шаговая доступность у всех оставалась, пойти потренироваться спортом. По благоустройству дворовых территорий у нас 17 объектов, значит, по адресам вот они определены. Здесь в случае, значит, если и общая потребность там от жителей будет обговорена, тоже можно наносить корректировки, но в целом, значит, мы понимаем, что из 150 дворов 17 дворовых территорий мы отремонтируем значит, на территории автодорожного округа. Дальше, пожалуйста. У нас вопрос, значит, строительства теплых остановок открыт, но здесь у нас мы определили для себя пока одну школу, школа номер 3. Какие-то сегодня предложения, если есть, там возможности, мы корректируем, вносим из 100 остановок, там тоже нужно таким же подходом определить, с какое количество будет построено в автодорожном округе. Значит, здесь уже закреплено и в программе есть строительство крытого катка с искусственным льдом. Это в районе ДСК будет, в автодорожном округе у вас появится большой каток. Значит, ну и строительство Волца я вам рассказал по частному сектору. Ну и, значит, по развитию охранной зоны это Залог-2. Сегодня уже понимание есть, то, что будет комплексное развитие территорий. Значит, уже определена рабочая группа из состава республиканских органов, из местной власти, из мэрии точнее. И мы уже сегодня понимаем, какими темпами, какими инструментами мы должны вернуть Залог-2 в первозданный вид. Так, ну у меня кратко все, наверное, по основным нашим моментам. Эта презентация остается здесь. Более того, карта здесь остается у вас, поэтому в любой момент можете нас сверять по этой карте. И, наверное, сегодня можно высказать то, что мы забыли, на перспективу можно учесть, или то, что вы хотите видеть, раз. Второе, значит, по текущим проблемам, которые у вас есть, давайте поговорим. Так, давайте начнем нашу работу. Да? Напоминаю, опять же, по регламенту вопрос-ответ не больше 3 минут. К микрофону вот подходите по очереди. Прошу сотрудников управы как бы контролировать. Добрый день всем участникам встречи. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Я являюсь представителем от ДСПК «Олеся», от жителей ДСПК «Олеся». Дело в том, что вот наш ДСПК, мы вот как работники группы «Якутия-Цепром» получили участки в 2006 году. И вот до сей поры мы вот не можем оформить эти земельные участки в собственность. Мы просим помочь нам, да, посодействовать в оформлении нам земельных участков. Потому что вот при неоднократном обращении в АЗО, в архитектуру у нас идут сплошные отказы. Отказы идут вот в вопросе назначения, да, земли, потом границы, вот идут сплошные отказы. И вот
Пожалуйста, помогите нам вот в этом вопросе, оформить нам вот эти вот земельные участки. Принципиальное решение принимали о том, что изменение было земельного участка в категорию, правильно? Здесь у Да, нас- зону изменили в прошлом году, да. А дальше какая проблема возникла? Ну, проблема возникает, вот, допустим, да, подавали... Извините, отказы вам кто подписаны кем? Вот конкретно вот я писала, да, вот мы просили, у нас там получается забор граничит с территорией птицефабрики, да? И вот когда мы обратились, у нас, при том, что вот у нас строение оформлено на собственность, да, мы пытаемся получить землю вот под этим строением, и нам идут отказы. Получается, что мы захватили часть территории птицефабрики, потом у нас красная линия, и вот мы писали заявление, чтобы обойти вот эти вот все вопросы, да, установить нам другие границы, которые вот обойдут все вот эти вот моменты. Но вот нам пришел очередной отказ вот за вашей подписью, кстати, Евгений Николаевич. Хорошо, давайте тогда сделаем так. Здесь агентство земельных отношений и Петр Константинович ДГТИ. Вы в курсе вообще, что происходит у них там? Здравствуйте. Да, хорошо. Смотрите, давайте сделаем так, вот договоримся следующим образом. Вы тогда сейчас, вот можно документы дать, сейчас дайте, пока он будет читать тогда. Да. И там было принципиально, самое сложное было в этом, значит, околотке изменение назначения земельного участка. То есть перевели в жилую зону, да, и дальше уже, наверное, остаются чисто вопросы смещения красных линий, там, каких-то определения вот этих вот. Ну, здесь нужно понимать, что нужно сделать все в соответствии с законом. Это Да, это понятно, подход, поэтому конечно. проконсультируйте, да, сейчас да, останетесь отдельно, пожалуйста, И вот проконсультируйте. мы подготовили письменное обращение вот за подписью жителей. Здесь более 40 семей у нас, но здесь, правда, подписей мало, мы не успели все собрать. И вот письменное обращение тогда мы вам тоже передадим, да, Евгений Николаевич? Да, конечно, Да? конечно. Мгм, да. Спасибо. Вопрос-то принципиально, мы Ой. за то, чтобы восстановили ваши Ага, права. Это пожалуйста. понятно. И еще, пользуясь случаем, хочется поблагодарить Еще раз, вас за вашу регламент. работу, за прозрачность, Регламент. за все. Мы вас очень благодарим, Евгений Николаевич. Прошу, пожалуйста, соблюдать регламент. У нас рабочая группа имеется. После встречи, да, рабочая группа, в принципе, каждого человека выслушает, поэтому прошу придерживаться. Фамилия, имя, отчество тоже не забывайте, пожалуйста. Видите, воспользовалась, да? Евгений Николаевич, здравствуйте, все гости студии, здравствуйте. Я, к сожалению, не увидела в вашем плане капитальный ремонт детского садика «Подснежник» номер 102. Я увидела 19 садов, строительство нового детского садика воинской части. Вот хотелось бы узнать, этот вопрос планируется или нет, потому что положение дел катастрофическое. К сожалению, я возглавляю, не могла присутствовать сейчас наша уважаемая заведующая, она себя плохо чувствует. Я председатель родительского комитета. И вот мы своими силами, родители, все сейчас ремонтируем. Все делаем сами. Мы не жалуемся, Евгений Николаевич, вообще не жалуемся. Но мы надеемся, что в следующем году, есть ли средства и будут ли средства выделены на строительство, на ремонт трехэтажного садика на 300 мест. И еще стоит острый вопрос, что на протяжении 5 лет утепление первого этажа. Первого, где находятся самые маленькие детки. У меня сейчас ребенок выпустился из яслей, это вот второй, но при условии, что такое холодно, мне ребенок говорит детский сад, потому что полы холодные. Каждый год мы ремонтируем все сами, все сами. Я еще раз говорю, что можем, мы делаем, Евгений Николаевич. Вот сейчас мы отремонтировали санузлы, не вопрос, смогли, но утеплить мы не можем. На это требуются вопросы техотдела, которые задают нам вопросы, ну и так далее. Можно я отвечу, да, на этот вопрос? Что касается утепления садика, мы с Ирина Валерьевна. мы с управлением образования разговаривали. В принципе, эта проблема не только по этому садику, это такая Да. проблема у многих, потому Да. что система отопления, она шла снизу, Да. и нужно утепление именно снизу. Но как бы вопросы управления образования на контроле. Они обещали, что в этом году как бы должны запуститься нормально. И тогда вопрос капитального ремонта, я просто в плане не увидела. Смотрите, здесь мы детально распределение, когда, в какой год ремонтируются детские садики, здесь не указано. С точки зрения планов по ремонту
капитальному, в том числе всех учреждений, которые у нас есть, 63 детских садика, 51 школа, этот план разработан. Здесь я просто не вижу в зале управления образования, они у нас на связи, да, подключены? На ВКС? Просто Так. нам уже сказали, что не ждите ремонта. Нет, подождите, так не может быть. Не ждите ремонт, это неправильный подход. У нас ремонт требуется, и это не наше право, это наша обязанность проведения ремонта, в том числе, значит, во всех детских садах и школах. Поэтому давайте сделаем так. Вы нам оставьте контакты, оставьте контакты, значит, мы до завтрашнего вечера вам внесем ответ, когда ваш детский сад будет отремонтирован. Ну, сказали, сейчас Алексей Климентьевич Семенов едет. Если вы сейчас с нами останетесь, ну, они ответят. Если нет, то мы вам позвоним, ответим. Спасибо. Номер телефона возьмите, пожалуйста. Добрый Вы не вечер. беспокойтесь, отремонтируем по-любому детские сады. Пополам это отдельную программу примем. Там действительно он правильно говорит, Александр Александрович, там у нас система отопления в советское время была зашита в перекрытие. Добрый вечер. Акционерное общество «Якутпромстрой», исполняющее обязанности директора Панькова Лариса Рашидовна. У меня два вопроса по первой и по второму части вашего выступления. Первый вопрос. Мы, наверное, поторопились, выполнив благоустройство квартальной площадки в 69-м квартале, почти 1000 квадратных метров на 7 миллионов рублей. Вопрос, как будут обслуживаться дворовые площадки, которые будут квартальными, которые не относятся к конкретному какому-то дому. Мы предприняли попытки, нам никто не ответил, и на сегодняшний день эта площадка захламляется. Хотя она очень красивая, мы приглашали и округ, и город на открытие этой площадки. К сожалению, видимо, все были заняты, никто не пришел. Такой вопрос есть. Как будут обслуживаться дворовые площадки, которые планируется выполнить в общественных пространствах? Я так имею в виду, это будут именно квартальные площадки. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы не увидели улицу Красноярова. Традиционно улица Байкалова и Красноярова – это то место, где проживают у нас слепые граждане, граждане с ограниченными возможностями. Сейчас и начинается застройка улицы Красноярова. Я уже знаю, что там 2 или 3 дома. В частности, мы собираемся строить дом с помещениями для общества слепых. Ужасно видеть, когда слепые граждане вот в такую погоду, не видя дороги, и она не благоустроена, идут по колено в воде. Просто сердце кровью обливается, поэтому я прошу в ближайшие год-два включить хотя бы улицу Красноярова в благоустройство. Спасибо. Лариса Рашидовна, спасибо за предложение. Здесь, Алексей Михайлович, там по Красноярову услышали, да, тогда? Надо посмотреть, каким образом можно откорректировать. Действительно, очень правильное замечание. Теперь с точки зрения, значит, дворовых территорий, Лариса Рашидовна, мы вот 150 дворовых территорий, которые здесь закреплены, это не квартальные, это, значит, подход есть к конкретному дому. То есть мы хотим следующим образом. Вот в этом году мы от каждого двора, в котором мы ремонтируем, получаем согласие собственников многоквартирного дома о том, что они возьмут как часть домового имущества это благоустройство на себя. Но также личный кодекс говорит, это придомовая территория. И по определению она должна обслуживаться силами управляющей компании. Управляющая компания должна это делать за счет денег, которые платят ей жильцы. Если мы говорим про вашу квартальную площадку, то квартальную площадку по определению как общественное пространство должны взять мы на себя, город. Здесь мера распределения ответственности такая. Тогда, пожалуйста, прошу взять в работу, да, Жанна Викторовна, да, пожалуйста. Лариса Рашидовна, я Жанна Якименко, начальник ДИЗО, вы меня, в общем-то, знаете, да? Скажите, пожалуйста, вот ваша детская площадка, она в отношении земельного участка находится в границах земельного участка, который за кем-то оформлен или нет? Тогда сделаем следующим образом. Мы останемся после встречи, я ваши данные возьму, и на неделе вы нам предоставите документы, мы посмотрим, насколько возможно ее принять в муниципальную собственность. Хорошо?
Ну, надо найти способ принять муниципальную собственность, если она не разграничена и находится вне собственности многоквартирного дома. Согласна с вами, Евгений Николаевич, те детские площадки, которые находятся на земельных участках, не принадлежащих многоквартирным домам, мы принимаем муниципальную собственность, да, вот от застройщиков в том числе. Главное, чтобы на нее не распространялись права жильцов многоквартирного дома, потому что если жильцы имеют право, то это часть их имущества, и, как сказал Евгений Николаевич, да, тогда мы работаем с этими площадками по другой программе. Если это безхозяйное имущество или застройщик доброе дело сделал, вот как вы, да, и оно не обременено правами, ну, мы с вами же на одном языке говорим, да, раньше вместе работали, я вас консультировала не раз, тогда мы можем это принять в казну, и по принятию в казну мы, конечно, уже будем обеспечивать содержание, но это там уже другой орган будет делать. Другой вопрос, главное, чтобы не было никаких прав, и чтобы у вас были документы. Как вот она у вас на учет поставлена, как движимое, недвижимое, это все мы должны разобраться в департаменте, ну, чтобы у людей времени не отнимать. После поговорим, хорошо? Здравствуйте. Румянцева Марина Олеговна, представитель актива птицефабрики. Также я являюсь представителем родкомитета школы номер 19. У меня два вопроса непосредственно по школе. У нас остро стоит вопрос, то, что Министерство образования не выделяет деньги на текущий ремонт школы. То есть и в этом году, и в прошлом году и родители, и учителя своими силами делали ремонт в школе. И второй вопрос – это у нас непосредственно по теплой остановке школа номер 19. Она, получается, так и стоит, у нас пустует, и, соответственно, детки наши ждут, не дождутся, когда она откроется. Хорошо. Начну со второго вопроса отвечать. Смотрите, мы в этом году, значит, отремонтировали и запустили движение по асфальту по улице Ивана Кульбертинова, Нагорная, а также Студенческая на птицефабрике, да, и вообще задача была какая? Мы сейчас и остается, мы на ДСК сегодня на конечку приезжает 3 маршрута. Сейчас задача поставлена про разработки изменения маршрутной сети, чтобы по Ивана Кульбертинова пошли автобусы, в том числе через Студенческую. Это позволит сегодня, значит, дать транспортное развитие микрорайона птицефабрика и ДСК, связать их. В принципе, как только, в моем понимании, там будет ходить не один маршрут, а 2 по этой улице, эта остановка, но она сможет, наверное, жить своей жизнью, которую планировал, опять же, предприниматель. Сегодня как получилось? Вот предприниматель взял в аренду землю, платит аренду, поставил, значит, объект и ждет лучших времен. Поэтому мы посмотрим, значит, с этим предпринимателем, если он дальше в этот год опять также планирует не работать, мы расторгнем договор, значит, и поставим туда муниципальную установку, чтобы она в любом случае работала. Вот. По первому вопросу, по, значит, системе образования, я, значит, четко понимаю, что у нас есть школы, в которых действительно сегодня уже ситуация требует кардинального решения. Поэтому мы находимся в постоянной работе с правительством республики для того, чтобы субвенция на обеспечение государственного стандарта образования доводилась вовремя и в полном объеме. Мы для себя сформировали полностью ремонтную программу. У нас Семенов Алексей Климентьевич подошел, нет? Вот сейчас он подойдет, я им задачу ставил, чтобы мы по каждой школе, по каждому детскому саду описали объем работ, которые необходимо сделать, и разбили их по годам на 5 лет. Вот, из источников финансирования мы, значит, сегодня боремся за деньги, для того, чтобы нам эти деньги доводились субвенцией. Мы просили взять на, я просто сейчас буду говорить совсем такими терминами, прошу прощения, взять в субвенцию на обеспечение государственного стандарта и включение прочих работников часть субвенции, которая поступает с республиканского бюджета. Проще говоря, мы сейчас за заработную плату прочих работников в детских садах платим с муниципального бюджета. Это порядка 350 миллионов в год. Мы сказали, возьмите по закону эти обязательства на республику, мы эти 350 миллионов никуда из отрасли образования не денем. Мы оставим их на ремонт текущей капитальной школы детских садов. То есть в год нужно вкладывать порядка 300 миллионов, чтобы сегодня начиналось этот вопрос решаться. И, к сожалению, годами ничего не делалось. Это факт. Да. Это не скрывается, это как есть. Я эту проблему считаю одной из самых важных. Начнем, и мы доложимся, как это решение получим. Можно, да? Здравствуйте.
Так, я представитель улицы Германа Титова, дом 8. Это бывшая воинская часть. И вот я хотела бы узнать, как перевести этот дом в муниципальную собственность. Она у нас состоит на балансе Министерства обороны где-то. Это имеет какие-то у нас проблемы, когда люди берут кредит или продают квартиры. А капремонт мы платим здесь. И находимся мы все-таки в Якутске. Давайте, Жанна Викторовна, руководитель ДИЗО. Добрый день. Вы говорите, что у вас она у Министерства обороны, да, стоит? Ну Значит, да. Из этого я понимаю, что это федеральная собственность. Есть закон, который позволяет передавать имущество из федеральной собственности в муниципальную, но нужно смотреть, какое это жилье, какой у него статус. Это какого типа вот жилье у вас? Это дом или квартира? Дом. Да. Нужно посмотреть его статус. А кто это будут делать? Мы-то сами этого же не можем делать. Мы поможем вам проверить. Это уже сколько лет мы просим? Вы обращались в департамент? Обращались. Какой, ДЖО? Нет, мы в округ в основном обращались. Нет, вам надо к нам подойти в департамент, мы на ваше жилье запросим выписку Росреестра и посмотрим там статус. Вот уже сделали нам, вот ответили в округ, что не состоит дом на балансе муниципального города. Нам надо проверить, как он в министерстве числится. И исходя из этого мы уже вам подскажем способ. Ну хорошо, я к вам подойду. Ко мне подойдите после. Хорошо. Теперь второй вопрос. Это у нас проблема с канализацией. У нас септик. У нас нет горячей воды. У нас 10 лет течет под домом. Сколько он выдержит, я не знаю. Только в 2041 году он на капремонт поставлен только. Но будет новый звездный городок, и вроде бы, как будто бы там нам смогут подключить. Но это когда будет и будет ли? Я бы хотела, чтобы это вы взяли под контроль. Хорошо. Германа Титова, дом 8. Да. Это бывшая воинская. Да. А что будет сейчас, я не знаю. С точки зрения, значит, подключения к централизованным источникам водоотведения, сегодня водоканал реализует проект, по которому КНС и водоузел тянется, значит, до квартала Звездный. К слову, значит, взят... Ну, мы там где-то и стоим. Вы там, я знаю, вы там стоите, и как только там придет магистр... Сейчас же проблема в том, что нету мощностей, как только будет, проконтролируем, чтобы вы подключились. Ну, и еще вот по городу именно, по Заложному району, по деревянному, ну, как бы старому городу. Я выросла в этом районе, и поэтому мне это очень радует, что к этому пришли. Но один дом XIX века все-таки снесли. Это дом, который находится напротив сберкассы по проспекту. Вот последний был деревянный дом. Ну, дай бог, чтобы все-таки немножко сделали такой, как мы раньше жили. Да, охранная зона Залога принята сегодня по улице Ярославского. Вот от Ярославского дальше до берега, там сегодня нельзя ничего нового строить. Там, ну, там надо сохранить последнее. Конечно, конечно, там возможно только реконструировать. Мы разработали совместно с компанией «Московская Рождественская» восстановление каждого из этих домов. Мы должны создать уникальную точку в городе Якутске. Сегодня, смотрите, вот с точки зрения развития города Якутска у нас нету никаких, ну, по молодежному фишек. Да, вот, когда приезжают туристы, они приезжают сюда, чтобы поспать, дальше зимой уехать в Аймекон, в полюс холода, летом уехать на Ленские столбы или в Тикси. В Якутске смотреть нечего. Хотя при этом у нас есть самые старые деревянные строения в России, это наши осталось, как квартальное. У нас есть шахта Шергина, у нас есть реальное училище, у нас есть куча объектов, которые надо восстановить и показать, как осваивался российский север. Ну, к сожалению, много было потеряно, уже потеряно. Потеряно, да, но надо восстанавливать. Ну, и еще я бы хотела... Соблюдаем вот регламент, хорошо? Фонд капитального строительства. Что это? Ремонта? Фонд капитального ремонта? Это подведомственное Министерству жилищно-коммунального хозяйства структура. Значит, здесь она нам не подконтрольна, но вместе с тем... Да, это не наша структура. А как они могут, как можно определить, что дом нуждается в капремонте? Вот они определили нам в 1941 году, до тех пор дом не доживет. Там сваи разрушатся. Давайте мы эти вопросы вот после
Выступление Евгения Николаевича. Уже останемся, сами обсудим. Тема одна. Добрый вечер, Евгений Николаевич. Я тоже вот по старому городу, да, Надежда Кузьмина, я продюсер документального фильма «Лингвист», я внучатая племянница Семена Андреевича Новгородова. И вот 13 февраля следующего года уже будет 130 лет рождения, и больше 100 лет тому назад, 2 марта 24 года под подписью Платона Алексеевича Юнского было, значит, дать улицу в городе Якутске, это в центре, и что удивительно, это в самом центре было. Вот это где Курашова была улица, да, и от проспекта до Ярославского она была. Город развивается, строится, дома сносятся. И вот недавно, когда строили торговый центр ЦУМ, все это, последний дом, ну, все знаете, да, все это снесли благополучно, обращались в городскую думу, ну и, короче, приняли там общественное слушание, все это было. И с предыдущими мэрами мы, конечно, общались, все это было согласовано, улицу вроде бы дали. Угу. Ну, сначала дали вот в 203-м микрорайоне, потом сказали, что это у них инвентаризация была, что это улица Ефимова будет. Потом дали улицу, значит, Капитоновки. Мы были уже не согласны с этим. Потом пришла, значит, новый архитектор пришла, Ирина Дмитриевна, и через управление архитектуры, в общем, согласовали, что эта улица будет от Крупской до Строда, 310 погонных метров. И они сказали, ну, вы сами установите аншлаги, ну, сами же понимаете, нам, значит, приостановилась Родана Владимировна, сказала, старый город номер 2, вот в 2016 году выиграла московская фирма одна, через год другая московская фирма, и вот мы ждем, когда же, как так синхронизировать, да, и вот сегодня я здесь нахожусь для того, чтобы вас тоже вот все было как-то синхронизировано, гармонично, чтобы эта улица была, там же люди, которые должны переселять их, да, вот прописка, все это, и как-то вот эту улицу, ну, какую-то историческую справедливости хочется. А так решение городской думы было, управление архитектуры знает. На будущий год 130 лет было, в прошлом году, ну, коронавирус, сами понимаете. Ага, и вот как-то вот ждали этого времени, когда все это восстановится, ну, как какое-то праздничное мероприятие, что мы будем открывать эту улицу. За это время мы сделали документальный фильм. Муж мой Алексей Амбросев Сенмунду вот книгу написал, выпустил, и я хочу, чтобы вы ознакомились. Знал? Ага. Текущее... Да, вот поэтому я говорю, вот из-за коронавируса мы давно уже к вам собирались на прием, да, но вот все это приостановилось, ну, потом пожар, все это. И вот для синхронизации, для информирования. Вот. Хорошо, давайте мы примем это и на штабе по реализации Очень коротко. старого города 2 мы поставим этот вопрос по переименованию улицы. Если решение было принято, ну сделаем. Здравствуйте, Евгений Николаевич. У меня очень короткий вопрос. Я житель автодорожного округа по улице Птицевод. И вот несколько недель у меня проблема, я не могу, и 7 семей не могут выехать со своего участка, потому что владелец по номеру Птицевод 188/4 перекрыл нам официальную дорогу. По этой дороге ездят 7 семей. Об этом в курсе АЗО, об этом в курсе управления муниципального контроля, но все мне отправляют только отписки. Я понять не могу, да? Официальная дорога закрыта, 7 семей сидят без дороги, да? И вот этот владелец, Иванов Федор Анатольевич, да, молодой совсем человек, он указал нам дорогу, которую сам закрыл своим волевым решением, без никакого разрешения, он закрыл канал городской. Помните, программа была городская, объединение нескольких озер, и там из этих озер люди получают летний водопровод. Он своим волевым решением вот этот канал закрыл, просто так трактором проехался, да, и нам указал на эту дорогу.
ездите по ней. Там дороги в жизни не было. Хорошо, надо- Я вышла на автодорожный округ, каждый день с ними переписываюсь. Они мне обещали грейдером хотя бы нам сделать эту самостихийную дорогу. Понимаете, уже люди выходят на работу, я, например, не могу выехать по этой дороге. Ни одна пожарная машина не проедет, и вот я не знаю, что дальше делать. Поэтому Давайте сейчас разберемся. к вам обращаюсь, Да. Евгений Николаевич. Пожалуйста, Сергей Васильевич. Здравствуйте. Вы пару дней назад, да, к нам подходили, вот ко мне лично на прием, да? Мы совместно с УМК отрабатываем, мы заказали выписку на этот участок, который перекрыл вашу дорогу. Это будет долго. Нет, выписка пару дней буквально, она должна буквально на этой неделе поступить. Мы с УМК разберемся, посмотрим, как он был образован. И То есть мне действительно... непонятно, то есть каждый человек может вот так закрыть канал, Нет, сделать нет, дорогу. смотрите. Можно, да, я добавлю тоже. Вот это А? вот я Можно понять добавлю, не да? могу. Да. Подождите, горканал никто не имеет права закрывать. Начнем с А этого. он закрыл, закопал. Ну, его. мы выезжали на этот адрес, там лежит труба, да? А труба вот такая полюсенькая, Нет. весной что будет? По- Вы сами представляете, Подождите, да? можно я добавлю, да? Мы выезжали, как бы мы смотрели, по системе НГИО участок сформированный стоит прямо на, ну, как бы на дороге. Но это не дорога, по генплану дорога там вот как раз-таки вот как сейчас она должна быть, по генплану она так стоит. Но там стоит линия опоры. Линия опоры, в связи с чем затруднен проезд, допустим, пожарной техники, скорой помощи. Но со стороны управы мы выезжали, у нас подрядная организация по градированию есть, она в любом случае сделает. Сейчас она объемы закончит те, которые по контракту, и уже будут заходить к вам туда, как бы делать. Нет. Что касается горканала, тут вам представители САЗО говорят же, что они отрабатывают с управлением муниципального контроля. А мы-то сейчас вам хотим сделать, чтобы на данный момент проезд был, а управление муниципального контроля они дальше будут разбираться. Это их полномочия. Да, мы сделаем. Мы вас уверяем, у нас как бы в планах есть. Смотрите, здесь тогда прошу протокольно, Сергей Васильевич, разобраться с формированием земельного участка. Значит, у нас ни для кого не секрет, что разными способами появляются земельные участки. Поэтому вполне вероятно, что этот земельный участок, его законность возникновения нужно проверить со всеми запросами, вытекающими. Но если люди действительно так поступают со своими соседями, это никуда не годится, надо разобраться. Горканал нельзя засыпать, нельзя. У нас стоит большая задача в рамках подготовки указа восстановления горканала, проточности городских озер, а тут люди ходят и засыпают. Так не должно быть. Да. Белоусов Олег Викторович, птицефабрика «Актив». Коротко. Вы человек спортивный, поэтому очень коротко. За дороги прекрасно, спасибо, но сердце крови обливается, когда вот сейчас после дождей студенческий район Племхоза, да, Племхоз, конечной остановки, и отъезды, то есть подрядчик, у нас РИА «Автодор», да, элементарно убрать бугры, земельные бугры, понимаете, да, с обочин, чтобы элементарно уходила вода. В нескольких точках вода стоит такими лужами, что просто за дорогу уже обидно и уже жалко. Первый вопрос. Второй, пожелание, вернее, да, пожелание. У нас, я увидел свой дом, свою дорогу, территорию, птицефабрика 7 в планах на будущий год благоустройства. Это просто крик души, потому что уже с 2015 года мы еще при Арсене Сергеевиче готовили, и было обещано нам это благоустройство. Наш двор самый старый на птицефабрике. Раз. Наш двор самый большой на птицефабрике. Два. Наш двор является не просто двором, это социальная точка. У меня во дворе по 30-40 ребятишек каждый вечер собирается. Там не просто, нам было обещано, мы с вами встречались во время предвыборной кампании, воркаут, установка, но мы и перенесли воркаут на 11-й дом, потому что ждем благоустройства нашей дворовой территории, нам игровая зона там нужна, нам нужно подтверждение, что этот план на 22 год, этот двор будет. Спасибо. Все. Да, добрый день. Как раз полтора где-то часа назад мы проехались, я сам лично по объектам нашего РИК Автодора.
Действительно, локальные места есть и по улице, и по Старопокровскому тракту, и вот с Ивано-Кульбертинова студенческая же сразу же пошла. Вот эта улица. Одно место, локальное место, как раз там, где двухэтажное, сейчас посмотрели, жилой дом каменный стоит, Болотинка, и вот рядышком с ним, значит, и частный дом, там пытались, видимо, еще тоже воду отвести своими силами. Место действительно заниженное. Мы посмотрели, насколько будет возможно, там, значит, эти места, во-первых, ну, вот эти места посмотреть, какое решение там принять, потому что воду действительно отводить некуда. А об буграх, о которых вы говорите, они как раз-таки начинают, мы вот в субботу тоже объезды делали, они по своим объектам, у них отдельные бригады идут, они начинают благоустройство. Сейчас они обочины уже да, сделаны, обочины, вот эта галька смесь, да, ПГС. Вот с конторы, где у нас? Птицефабрики? Да? Птицефабрики имеете? Да. Вот прямо возле птицефабрики, прямо возле конторы, там не только еще, там мы посмотрели, есть прямо вот площадку уже большую заасфальтировали, и вот дорога и площадка у нас получилась прямо тут тоже стоит вода. Вот прямо на площадке. Мы тоже сейчас посмотрели, ну там единственный вариант это отвести воду, дополнительный лоток, сделать, значит, прикромочный лоток и отвести воду именно вот в палисадник птицефабрики. Но нам с ними надо будет опять же отрабатывать. Бугры срежут, они идут, они отдельно бригадами своими работают. Так, и по второму вопросу тоже по ФСГС дополню, да? Вот мы выезжали с Чеймизом, вот со всеми, да, как бы рабочей группой по птицефабрике, где мы хотели футбольное поле делать, да, как бы на следующий год мы запланировали футбольное поле, только более лучший материал и сразу с покрытием. Также дополнительные мафы, асфальтирование, и сзади дома там еще есть палисадник. И как бы решили там еще дополнительно дорожки и скамейки поставить. Ну, полностью облагородить этот район. В следующий год, да. По программе ФСГС, да. Да, по программе, да, «Мой двор». Добрый вечер. Я представитель агротехнологического университета Слепцова Мария Владимировна. Работаю деканом факультета лесного комплекса и землеустройства. Мой вопрос касается, вот, наверное, от лица студентов и преподавателей к вам обращаюсь, Евгений Николаевич, по маршруту номер 17. В прошлом году, где-то в сентябре, сняли маршрут 17. Это традиционный был маршрут, который доезжал до Агатуя, Гасхада. И сейчас этого автобуса нет. У нас есть общежитие по улице Кирова, по улице Горького. Достаточно студентов у нас не в материальном плане слабый контингент, сельские ребята. Основной контингент преподаватель проживает по улице Каландрашвили, студенческий городок, да, и у нас нет автобуса целый год. Хорошо, что в этом, была ситуация с коронавирусом, как-то мы вышли из положения, да. С сентября месяца мы планируем начинать учебный процесс в очном формате, и нам этот автобус вот он очень нужен. 17-й маршрут. Именно 17-й маршрут, да. Все остальные автобусы ходят вокруг да около. Спасибо. Могу? Добрый вечер, Евгений Николаевич. Местникова Ольга Васильевна, лидер актива, птицефабрика. У меня полностью общие вопросы, значит, по микрорайону. Я их отразила, я сейчас передам. Также я представляю, сами знаете, лидер обманутых дольщиков. У меня вот по объекту Лиза Чайкина тоже передам. Ну и хочу сказать общие вопросы. Значит, по освещению тоже мы отразили, и по дорогам, по тротуарам, по пешеходным переходам. Эта работа когда намечена по птицефабрике? На птицефабрике, микрорайон. Смотрите, у нас сегодня работа ведет следующим образом. Мы там, где были тротуары, мы эти тротуары можем восстанавливать в рамках национального проекта. То есть правило выделения финансирования такое, значит, из федерального бюджета, требования федеральные. Вот если была у вас дорога с тротуаром, вы заходите, ее ремонтируете, значит, вы имеете право вкладывать деньги в тротуар.
Сегодня мы совхозная, студенческая улица, улица, значит, Нагорная, они без тротуара остались. Тротуар был... А? Ну, в дефектной ведомости его не отразилось же, да? Алексей Михайлович. Ну, не, подождите, здесь мы, давайте просто запрос абсолютно понятный по-человечески. Нужен тротуар, с этим никто не спорит. Мы для себя ставим задачу целую, вообще в целом отвечу за подход. Мы сегодня, используя деньги федерального и республиканского бюджета, по максимуму должны закрыть асфальтирование дорог, по максимуму. Значит, строительство тротуаров, это мы можем и выиграть, и победить с помощью муниципального бюджета отдельно. Вот здесь нужно четко понимать одну важную вещь. Просто сравнение. В этом году на ремонт городских дорог будет потрачено 2,2 миллиарда рублей. Из них город вкладывает всего 500. То есть на каждый вложенный рубль мы тянем с вышестоящих бюджетов в 4,5 раза больше. Поэтому задача такая, что вот если мы скажем, что мы не можем делать здесь, обязательно должны сделать тротуар, нас просто снимут с этого финансирования. Здесь как роль младшего брата такая, понимаете? Поэтому мы делаем все, что в наших силах. По тротуарам, согласен с вами, мы отдельную программу по тротуарам параллельно БКАДу будем запускать. Она не необходима. К слову, вот на Ивана Кульбертинова будет тротуар. Евгений Николаевич, лично моя просьба, значит, вот насчет финансирования, насчет, я это понимаю, бюджет не резиновый. Но один из выходов, а распоряжение выходило в прошлом или позапрошлом году, по созданию ТОС, правильно? А ТОС, он имеет право как раз участвовать во всех этих федеральных и грантовых программах. И я хочу, вот прошу прямо с Александром Александровичем мы разговаривали, помочь в пилотном проекте ТОС плюс УК. Да? Вот как бы на птицефабрике он находится уникально, локально. Ну, сжатый такой этот. У нас там сейчас 8 МКД плюс деревянный фонд. Да? И, к сожалению, конечно, это от незнания. У людей негатив идет, что ТОС это, ну, недопонимают. И мне бы хотелось, чтобы организовать, может, встречу с жителями птицефабрики, да, непосредственно я даже пригласила Галину Иннокентьевну Данчикову, да, с которой тоже я работаю в ходе предвыборной кампании, да, и как раз-то разъяснить и плюс поддержать нас именно по созданию ТОСа и помочь юридическое сопровождение для участия как раз-то вот в этих программах. И как раз-то оно и позволило бы решить эти финансовые дыры. Я думаю, это очень прекрасный выход. Вообще заложили в этом году первое финансирование на поддержку ТОСов. Другой вопрос, то, что сколько у нас на сегодняшний день ТОСов создано в городе? Один. А это кто? Гагаринский. А? Ветеран Гагаринский, да? А у вас с созданием ТОСа какая проблема возникла? Это я как раз-то ходила во время выборов, собирали голоса, плюс потом я ходила по площадке 9-10, и организм, как говорится, не выдержал. Я переболела ковидом очень сильно, вообще вся моя семья, да? И получается, у меня вот те собранные голоса есть, и мне сейчас надо помочь, как бы зарегистрироваться юридически, посмотреть, помочь, устав. Практически я все подготовила, у меня все готово. И мне нужна помощь. Просто какая помощь нужна? Ну, нужно тогда, наверное, через управу отработать в случае необходимости правовой департамент по отключке. Да, помощь правового департамента. Уже. Да, ну хорошо, по ТОСам понятно, это все равно постепенный процесс, который должен появляться. У нас еще инициировали актив выбора УК. Это было что-то с чем-то. Я здесь вот отразила и прошу помощи в контроле. То, что мы написали заявление на их безобразное поведение именно со стороны УК. И они
сорвали мне выборы, которые были у нас 14-15 августа. Да, управляющая компания, мы попытку сделали, как бы, выборы УК, потому что, я же говорю, пилотный проект УК плюс ТОС, да, там можно очень хорошо сработаться. Но с тем положением, которое у нас в управляющей компании сейчас, микрорайон находится, это ужас. Вот плачевное состояние. И как раз-то вот это вот все мы могли бы воплотить. Я говорю, вот как пример для других микрорайонов, да, спальных. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Бирюкова Александра Александровна. Я живу по улице Неустроева, и вопрос такой, когда по Чкалова появится освещение? Дети ходят в сад, там вообще не видно ничего. И вопрос второй. Я видела, что Тимирязево входит в план ремонта. Сейчас ездить вообще невозможно, особенно участок Тимирязева и Красноярова. Там такая большая яма. И вопрос еще самый последний, такой щепетильный. Я от лица родителей детского сада 40 «Солнечные лучики», где стоит проспект Ленина, 58, улица Строда. Там вообще ездить невозможно. Сейчас мы начнут работать детский сад. Как туда подъезжать, как детей везти в садик? Ну, значит, по уличному освещению Чкалова тогда необходимо вносить их посмотрите, он, наверное, есть у вас. В каких годах побыстрее тогда можно по возможности передвинуть. А с точки зрения, значит, Тимирязева мы до проведения там капитального ремонта можем только поддерживать состояние, да, и, к сожалению, вот я понимаю людей, которые там живут, но с точки зрения вложения средств, это неправильный поступок. Поэтому мы проведем на будущий год там поддерживающий ямочный ремонт, но до начала полномасштабных работ там, состояние таким же останется. По Строду надо посмотреть. Выйдите, пожалуйста. Я понял. Мы большая лужа. Отсыпем. Там лужа, и под лужей вот эта яма. Отсыпем, сделаем. Посмотрите, пожалуйста. Да, ну надо добиваться, это отсыпать, выпрямить. И по Строду тогда прошу выезд организовать тоже, посмотреть, чем можно помочь. Вот тут прихожу и каждый год этот вопрос задаю. Ну, смотрите, мы только с этого года начинаем. Ну, это понятно, да, я поняла, что для вас это ново. Спасибо большое. Да, спасибо. Добрый вечер, Евгений Николаевич. Я представитель от жителей микрорайона Стерх. Мария Васильевна Расторгуева. Я хотела бы задать такой вопрос, опять же, по больной нашей самой теме, это наша дорога Крафта и Кондакова, которая уже не ремонтировалась с 2007 года. 2007 года мы пытались, писали письма, чтобы у нас все-таки как-то заезжал автобус, но приезжала ГИБДД, измеряли дорогу, говорили, что ширина нашего дорожного полотна меньше 7 метров, невозможно пустить автобус. Автобус будет только когда будет асфальт. Мы писали письма, нам обещали, что асфальт будет, что наша дорога внесена в 2022 году, это мы писали в 2017 году. Сейчас мы посмотрели план, да, по годам, и нашей дороги, опять же, Крафт, Кондакова, даже нет в плане. Даже нет в плане. Дети наши по 3 километра ходят пешком, в темноте, по грязи, много собак, ходят через дорогу до Ильинки на остановку. Поэтому мы все-таки очень просим решить этот вопрос как можно, не знаем, сколько мы бьемся уже с 3-м мэром, можно сказать. Очень давно. Нам только обещания и обещания. Нет, смотрите, здесь по вашей ситуации следующее. Да, мы для того, чтобы приступить к ремонту Ивана Крафта и прочих улиц внутри Стерха самого, да, мы должны были понимать, что необходима была магистральная дорога, выезд. У вас Ивана Кульбертинова на Стерх. Только Ивана Кульбертинова в этом году заасфальтировалась, и перенос остановки, организация остановки на въезд к Стерху мы в этом году уже организуем остановку, обязательно сделаем. Каким образом это можно сделать? Но по включению ее в национальный проект, там, Алексей Михайлович, она тупиковая посчиталась, да, поэтому ее не включили?
она считается тупиковой. То есть у нас в национальный проект есть требования. То есть это должна быть дорога, которая не упирается в тупик, а едет дальше, выезжает на дороге, только тогда ее можно включать в национальный проект. Через вот эту поляну, где планируется микрорайон Звездный, воинской части, мы же ездим через поляну на старый Покровский тракт, где вот уже проложен асфальт. В принципе, эту дорогу можно сделать до Покровского тракта. Она идет у нас прямо по поляне, вот по Кондакова и прямо между домами по Кондакова и до Старого Покровского тракта. В принципе, можно сделать дорогу. Вот, у нас эта проблема очень большая. Дети наши так вот ходят. Не обязательно все на машинах. Каждого не будешь возить. Не, я Да. здесь абсолютно с вами согласен. Смотрите, вот буду говорить предельно честно, как есть. У нас за последние 20 лет город Якутск вырос на 150 тысяч человек. Основная его часть строительства за эти 20 лет была в том числе по периферии города частным сектором. Мы выросли очень сильно частным сектором. С точки зрения обслуживания, с точки зрения подведения инфраструктуры, частный сектор – это самое дорогое вложение, которое может быть. То есть одно дело построить дорогу, заасфальтировать ее многоквартирному дому, где живет 1000 человек. Другое дело заасфальтировать, построить дорогу к частному дому, в котором живет 4 человека. С точки зрения вложения денег в дорогу одинаковые средства. С точки зрения получения благополучателей это значит совсем иные исходы. У нас в северной части, начиная от микрорайона Северный, Сатал, там ТСН, Айхал и прочее, везде нету дороги, везде частный сектор, там 3 вагона, нигде нельзя запустить автобус. С вашей точки зрения я соглашусь с следующим. Мы найдем способ, как запустить автобус туда. Запустить автобус. Асфальт не обещаю. Асфальт сегодня я могу точно гарантировать, где есть у нас магистральные автобусы, ходят, раз. Там, где у нас нету тупиковых дорог, мы делаем это в нацпроекте. Это в наших силах сегодня. Любой рубль, который сегодня идет на дорожное строительство, он вкладывается нами в национальный проект, потому что через национальный проект можно на каждый наш рубль получить 4 рубля с вышестоящих бюджетов. Если мы завтра скажем, что мы не вкладываем в национальный проект 100 миллионов рублей, а вложим их в Ивана Крафта, который не входит в национальный проект, то мы не сможем привлечь дополнительные 400 в город. Давайте мы до 2024 года сейчас наладим все наши планы по дорожному строительству внутри магистральных, сквозных дорог, а дальше уже займемся вопросами с тротуарами, с нашими внутриквартальными проездами. Мы научились жить, вкладывая ежегодно 500 миллионов в дороги из муниципального бюджета. Ничего страшного не случилось, все работает. Также эти 500 миллионов мы никогда не будем убирать и оставим их всегда в дорожном строительстве. Ремонт дороги будет отсыпной. Отсыпка, грейдирование, это можно сделать. Это надо Отсыпной. Да, смотрите, перед тем, как запустить маршрут, тогда вот протокольно, когда будем запускать маршрут через Ивана Кульбертинова, надо посмотреть, каким образом можно максимально приблизиться к стерху. Этот вопрос был на обсуждении. Мы в прошлом году, когда запускали на Ивана Кульбертинова до асфальтирования автобусы, сделали там временно эту разворотную площадку. Такую уже надо где-то поближе к стерху делать. Давайте протокольно включите, выезд сделать, тогда посмотреть, доложитесь потом. Добрый вечер. Евгений Николаевич, Бураева Гульнара Файсуновна, застройщик «Ирстрой». Во все федеральные республиканские программы, а также программы ГКЧП предполагается финансирование будущих строящихся объектов. Но нигде ни в одной программе нету в настоящий момент выкуп имеющихся социальных объектов. То есть под школы, детские сады у нас происходит выкуп каких-то нежилых помещений. Как вы знаете, вы уже там были в этом спортзале, по Чапалова 46 застройщик построил хороший спортзал, который 3 года просто простаивает. Рассмотреть возможность все-таки либо предложение федерального органа о том, чтобы они внесли корректировки в федеральные программы, чтобы была возможность выкупа социальных объектов, спортзалов по этим программам, либо рассмотреть возможность все-таки приобретения данного спортзала. Застройщик предлагает уже на протяжении последних 3 лет, но обратной связи мы не слышим. Спасибо. Вопрос упирается в деньги сегодня, да. Хороший зал построили, молодцы, но, сегодня продайте нам его в рассрочку на 20 лет, мы выкупим.
Значит, конечно, Евгений Николаевич прав, что все зависит от денег и включено ли в целевые программы. Мы можем имущество покупать только целевым образом. Но наш департамент имущественных земельных отношений, вы тоже знаете, бывали у нас, мы постоянно формируем перечень предложений. Да, вот. Вы говорите, ответа не было, куда писали? Да? Давайте разберемся, еще раз напишите. Я вам не говорю, что мы купим или в ближайшее время поставим, но у нас постоянно ведется реестр предложений. И вдруг, когда у города, республики какие-то намечаются планы, мы в первую очередь обращаемся к своей базе. Поэтому, пожалуйста, направьте. Нужно мне заявление, характеристики здания, технический паспорт, выписка на земельный участок, проектно-сметная документация, если можете. Хорошо? Исторический парк, руководитель медиацентра Олег Жилунин. Мне один вопрос и просьба. Мы 3-й год просим вас поставить остановку в парке «Моя история». 3 года. И на сегодняшний день автобусы сюда не заезжают. И хотелось бы узнать, когда планируется по автодорожной улице, ну не только, наверное, на этой улице, поставить остановки. Если ехать прямо от Орджоникидзе, посчитайте, сколько остановок. Их нету. А зима наступает. Все, спасибо. Коллеги, по остановке на Ксенофонта Уткина и заезду маршрута, ну, значит, в тот раз мы на встрече уже обсуждали этот момент. Значит, там сегодня требуется корректировка всей маршрутной сети, мы вместе с ней выведем ее. Сюда уже застроились дома, и с точки зрения обеспечения сюда заезда, это есть такая задача, мы ее сделаем. Просто извиняюсь, что так долго. Решим. Добрый вечер. Меня зовут Тыканаев Виталий. Я житель частного сектора, живу по улице Транспортная. Это вот где наркологический диспансер. И вот наш микрорайон имеет один выезд. И то там запрещен поворот налево. А рядом стоит светофор, буквально в 10 метрах. Возможно ли его подвинуть на наш перекресток и сделать наш перекресток регулируемым? Вчера вышло распоряжение главы об определении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. И в рамках этого распоряжения по данному перекрестку у нас запланирована установка светофорного объекта. Поэтому с учетом вот этих конкурсных процедур, да, я думаю, где-то в октябре там будет светофор вот как раз. Вот на этом перекрестке. Спасибо. По поводу мусорных баков в частном секторе. Вот у нас вообще нету мусорных баков в нашем микрорайоне. Раньше было 2. Как дорогу сделали, их уже нет. Можно ли будет как-нибудь установить мусорные баки? Как дорогу заасфальтировали их? Нет? Да. А как вот с этим коррелируется? Ну вот до ремонта дороги были 2 мусорных бака. Как дорогу отремонтировали, уже нет. И куда вы мусор сейчас выкидываете? Ну, приходится ехать под покровом ночи в жилые дома. Ну это неправильно. Надо установить санитарные точки, надо отработать с якутскими сетями. Да. Там должен быть поставлен бункер. Да, я дополню. Да, после ремонта, во время ремонта баки были убраны якутскими сетями. Сейчас один бак у нас стоит на остановке Пески. Но мы планируем перевести их в работе. Здесь мы ежегодно и сами докупаем, да, установить там очень большой частный сектор. Там очень большой частный сектор, там у них вглубь туда, сотни, наверное, там. И все, значит, час под покровом ночи. Да. Пусть люди ночью спят, они... Да. Тогда, надо быстро сделать, Аял Анатольевич, хорошо? Надо поставить тогда. Можно, да? Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я бы хотела задать вопрос. Можно ли сделать так, чтобы 16-й по Красильникову, я живу по Красильникову, там у нас только 16-й и 17-й, но я сейчас понимаю, что 17-й заберут, и у нас останется один. И можно ли по Якова Потапова, чтобы он проезжал 16-й? Там школа, садик, а у меня 3 детей.
холодно ходить У зимой. нас Алексей Михайлович Якова Потапова на ремонте следующего года, да? В следующем году с выездом на Кольцевую, правильно? Чайковского, Кольцевая. Чтоб он, да, он по Якову Так, Потапову едет. ну, с точки зрения корректировки маршрутов, тогда давайте сделаем так. Задача-то на самом деле все это в единую сеть собрать. Давайте сделаем так. Мы сегодня тогда отфиксируем все отдельно блоком на транспорт. Мы подобным образом встретимся с жителями всех округов. Тогда объединим все эти, значит, пожелания по изменению маршрутной сети и отдельно проведем тогда большую работу по корректировке ее. По результатам корректировки давайте сделаем так. Мы до середины октября внесем ответ по каждому маршруту, где и как он будет откорректирован. До середины октября дайте нам время. Вы по Якова Потапова говорите, надо отпустить, правильно? 16? Школа, садик. Да, здесь вот смотрите, у нас вообще Садик в принципе... вообще посередине. Я согласен. Вообще, в принципе, у нас нужно понимать, что маршрутные автобусы, линии, они очень сильно дублируются. Здесь 11 маршрутов сегодня ходят по проспекту Ленина. При этом есть квартала, в которые вообще не заезжают. Поэтому здесь нужно все грамотно отрегулировать. Мы этим занимаемся. Мы рады, конечно, но я так понимаю, что его Нет, соберут скоро. оно то, что он у вас появился и там у ЕГСХ ушел, и значит, если появится у ЕГСХ у вас уйдет, нет, это не так будет. Мы найдем решение так, чтобы... Ну, чтобы хотя бы Да. было, да, пару. Да, автобусов. хорошо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Марина Габышева, Лиза Чайкина, 5/1. Вы нам назначили куратора Никитина Петра Константиновича. Мы должны были делать дорожную карту. С дорожной картой у нас до сих пор еще некоторые проблемы. Но мы ее обсуждали, проект, но по плану мы должны были ее уже получить в готовом виде сейчас. Пока она еще не готова, проект у нас, по поводу проекта у нас спорные моменты. Как утверждает Петр Константинович сейчас, мы согласны с этим, что нужно все документы подготовить, но тем не менее мы хотим, чтобы застройщик уже был вписан в дорожную карту, чтобы мы уже могли сейчас с ним работать, поскольку некоторые... мы предлагаем адгезию, но поскольку они не видели никаких документов на этот участок, они не дали еще ни согласия, ничего. Но с нами они, как сказать, единственные, кто пошли нам навстречу, с нами хотя бы разговаривали. Остальные застройщики нас игнорировали. По предыдущим дорожным картам мы должны были сами искать застройщика. Да, давайте сейчас тогда немножко основные моменты актуализируем. Сегодня изменение назначения земельного участка для прирезки сделано? Вот Петр Константинович здесь, кстати. Да. Утверждены правила землепользования, и там определены минимальные размеры земельных участков. В прошлом году действительно, да, мы для застройщиков уменьшили вот этот параметр до 2500. Было изначально 4000. Это дало такой большой импульс в строительной отрасли, да, и появились несколько земельных участков, которые возможно реализовать в принципе в целом, да. По Лизе Чайкиной 5 у нас там сейчас идет работа в части вот именно перераспределения вот этого земельного участка, чтобы как максимально дойти до размера, который разрешает нам правила землепользования, то есть минимальный размер 2500. Сейчас самая основная задача вот максимально внести изменения в градостроительную документацию таким образом, чтобы она в комплексе в дальнейшем нигде не могла затронуть права третьих лиц. Мы не должны мешать при строительстве и включении, вот, чтобы застройщик заходил на этот участок, он должен понимать, что он в дальнейшем получит разрешительный документ. У нас над вашей дорожной картой работают целых два отдела. Это отдел градостроительного регулирования и отдел разрешительной документации на пару. С обоих сторон они проводят работу, чтобы в дальнейшем при формировании этого земельного участка застройщику было понятен весь процесс в прозрачном виде, что он получит разрешение на строительство. В таком плане, если мы отработаем, ваш земельный участок точно уйдет к застройщику. Малоэтажную застройку. Но на малоэтажную застройку какой застройщик пойдет согласиться с
Сами мы подумайте. отрабатываем не только по малоэтажной застройке, мы отрабатываем во всех направлениях. Есть еще понятие плотности и комфортности жилья. Понимаете, ситуацию, вот, в которой мы сейчас живем. Ваша территория застроена со всех сторон, определена и ограничена земельными участками. Мы пытаемся лавировать в том, скажем, с экономической точки зрения, чтобы застройщику было выгодно. Вот обратите внимание, дорожная карта, она делается долго, и она будет долго делаться, документы будут делаться долго. У меня есть люди, которые не хотят ждать и не могут ждать, и практически не понимают, зачем ждать. Если бы был у нас застройщик уже, он бы эти проблемы уже решил в каком-то рабочем порядке. Он бы не решил эти проблемы. Сегодня ключевая проблема – это соответствие земельного участка требованиям градостроительного законодательства. Сегодня проектам землепользования застройки не соответствует площадь земельного участка. Необходимо довести ее до 25 соток. Это нужно еще где-то прирезать с учетом прав и не нарушая права третьих лиц. Мы, как только это будет прирезано, задача это по Лизе Чайкиной не то, чтобы построить там высотку, а восстановить права людей, которые у которых есть проблемы сегодня с имуществом. Вот и все. Мы найдем такого застройщика, который сможет себе маржу там получить. Просто здесь же тоже нужно твердо понимать, если будет строиться новый дом, то вы в нем получите квадрат в квадрат, условно, да? Да, конечно, да, наши граждане это понимают. Да. И еще вот, к примеру, мне постоянно звонят люди. Вот, к примеру, человек нездоровый, инвалид. Он требует деньги. По инвалидности ему квартира в 2025 году будет принадлежать. Все эти деньги он жил в интернате с детства, копил свою пенсию, какие-то еще там выигрыши были. Они вложили. Мне это, знаете, каждую неделю звонят. Он звонит, его мама звонит. Видите ли, психологически лично мне сложно с ними разговаривать. Мне бы хотелось, чтобы был уже застройщик, который бы эти деньги им отдал бы. Каким-то в рабочем порядке, каким-то образом. Деньги в принципе, отдал. переступка. Да, они хотят деньги вернуть. Сегодня никто не мешает любому человеку выкупить у них эти права и находиться на этом имуществе. Если тот же застройщик потенциальный, кто хочет, никто ему не ограничивает в гражданском правообороте сегодня весь дом выкупить. Пойти и выкупить у каждого физического лица право на этот дом и разговаривать уже с администрацией. Поэтому здесь такого нет, что застройщик не определен. Если у вас есть застройщик, сведите их, пусть покупает, и дальше администрация будет работать с этим застройщиком. Как застройщик согласится, если он документов не видел на эту землю? Давайте сделаем так. У нас есть свой застройщик муниципальный, агентство по развитию территории, надо им показать. Они тогда спокойно посмотрят, нам с этого объекта денег зарабатывать не надо, просто чтобы восстановить права граждан, поддержать их. Мы направим своих застройщиков туда. Тогда вот, допустим, у этих людей, которые хотят деньгами взять, я куда направляю, в какой отдел? Смотрите, сделаем следующим образом. Вы сегодня еще не определена, значит, судьба по земельному участку. Как только будет увеличена площадь земельного участка, мы сможем точно вам сказать, какого объема дом там будет стоять, технико-экономические показатели. Когда будут готовы технико-экономические показатели, мы уже сможем ответственность перекладывать на какого-то застройщика. Мы, как администрация, скажем ему там, то, что будете строить. Я сегодня говорю о том, что люди же в принципе могут свои права передать там какому-то другому. Да, принципиально могут. И я так понимаю, поскольку мы самострой, это может решить застройщик, поэтому мы и просим застройщика сразу нам определить какого-то. И еще следующий момент. Можно, пожалуйста, регламента, потому что уже практически... По Лизе Чайкиной 5 и не устроила 32, мы же отдельно занимаемся, вообще детально, чуть ли не каждый день. Ну, мы никак не можем... Вот я вас чаще вижу, например, чем нашего куратора. Очень напряженный график работы у людей. Смотрите, здесь принципиальный, самый важный момент – это увеличение земельного участка. Петр Константинович, вот до 2500 квадратных метров когда дойдем?
Смотрите, давайте сделаем так. Мы до этого момента протокольно прошу отфиксировать агентству по развитию территории, провести рабочую встречу с жителями указанных адресов Лизы Чайкина, Неустроева, 32, с целью определения, и, значит, они уже могут предпроектные работы вести. Что там можно построить, что сделать? И у нас еще сейчас идет уголовное дело, уголовный суд над мошенниками, которые, над застройщиками. 3 объекта: Неустроева 32, Клара Цеткин 14/4 и Лиза Чайкина 5. Регламент. Да, но суд у нас уже протокол записали, суд идет. на вас Нам, пожалуйста, правового отдела, департамента помощь дайте, потому что они чувствуют себя вольготно и, судя по всему, они уйдут от наказания. Мы адвоката наняли, но нам бы, Смотрите, видимо, нам в рамках не помешало бы. в рамках уголовного процесса нужно четко разделять права и полномочия. У нас есть Государственный институт прокуратуры. Обвинением занимается следствие. То есть здесь вопрос участия нас в городской администрации как третьей стороны происходит по ходатайству одной из сторон. Мы как по своему желанию прийти и сказать, вот он прав или он не прав, это не наши права и нет таких у нас обязанностей. Конечно, в рамках судебного производства любая из сторон имеет право ходатайствовать о привлечении, приобщению к делу и прочее. Если вы считаете, я закончу, пожалуйста, если вы считаете нужным, что для объективного разбирательства по вашему вопросу необходимо участие окружной администрации, вы имеете абсолютное право ходатайствовать об этом. Спасибо большое. Я предлагаю на этом закончить. У кого остались какие-либо вопросы, прошу подойти. Можно еще один вопрос? Да не, какие цветы вы перестаньте. Это от моих женщин, которые занимаются зеленением. Спасибо вам большое за работу, что вы девочка, делаете. извините, Это моя девочка. Да, вот девочка тогда передарите, пожалуйста. Какой мужчине цветы нельзя дарить? Евгений Николаевич, давайте 2 последних человека и закруглимся. Кто уже, прошу подойти к секретарям и к рабочей группе. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Бузинаев Федор Иннокентьевич, главный инженер музея «Россия. Моя история». У меня вот такой вот вопрос. В прошлом году при строительстве газопровода, подводящего газопровода к школе, которая на улице Уткина напротив нас находится, было произведено строительство этого газопровода. После того, как они сделали ту канаву, которую они закапывали, во-первых, там, поскольку я являюсь ответственным за газовое хозяйство данного музея, я знаю, как она должна закапываться. Должна возводиться сначала подушка, должны устанавливаться лёжки, на них ставится труба, потом засыпается незащемляющими грунтами, но это обычный песок. И после этого уже грунтом. Там засыпалось достаточно просто. Это было в начале зимы, когда уже было холодно. Траншею прокопали, трубу положили. Производитель работы ее просто засыпал мерзлым грунтом и все оставил. Мы-то думали, что они еще как-то, может, это дело, поскольку дело зима, трудно, все. Думали, ее засыпят летом, когда, весной, летом. Но это все так оставили. Сейчас до канала все растет и растет. Во-первых, труба там... Я не знаю, она, получается, в воде там стоит. Школу еще не пустили, а газопровод уже, видно так. Хорошо, давайте сделаем за вопрос. Эл Анатольевич, отфиксировали, да? Предлагаю сейчас, мы сейчас общее собрание закончим, у нас тут клубы по интересам образовались, да? То есть, поэтому, пожалуйста, не уходите, эти детальные вопросы уже с экспертами, специалистами разобраться. Да. Евгений Николаевич, добрый вечер. Инициативная группа микрорайона Тоскол, Варламова Евдокия Егоровна. У нас несколько вопросов. Это автобусные остановки, отсутствие улиц у нас на микрорайоне, уличного освещения, газификации нету и отсутствие плана комплексного развития территории. По остановкам мы уже не в первый раз поднимаем вопрос, что нам нужна временная остановка между остановкой пост ДПС и орбитой. Получили сегодня письмо от ГКУ управления региональных дорог, что требуется 3 миллиона 919 тысяч рублей на установку именно временных остановок.
Реконструкция сама будет в 2024 году, и запланированы две именно вот остановки на нашем микрорайоне. А микрорайон у нас слишком большой, он сопоставим с Хатасами, там 2 остановок нам будет недостаточно, нам нужно хотя бы 4, минимум 3 остановки нам обязательно нужны. Это один вопрос. Второй вопрос — отсутствие улиц. Я вот сейчас посмотрела, да, что у нас там планируется улица. Большое спасибо. В этом году мы уже начали. Помните, мы с вами когда встречались? Не начали еще. Как не начали? Начинаем в этом году мы. Начинаем, начинаем. Иосифа Николаева, Алексей Михайлович, Иосифа Николаева в этом году же мы вводим, правильно? Еще не было, не приступали еще. Тускул, Иосифа, грунтовая дорога. Да, она в этом году у нас... 1 сентября где-то, 1 декабря сентября там будет. Да, у нас она в этом году в плане отторгована, подрядчик определен. Мы же с вами Отлично. Мы же с вами когда? Весной встречались, правильно? Да. Да. По газификации Тускула, пока давайте первый вопрос закроем, он у вас объемный. Аял Анатольевич, по газификации Тускула по схеме газоснабжения никогда, это правая сторона с 8 по 12 километров, по-моему, у них. Акцент у нас проставлен на устранение дефицита и на газификацию многодетных семей, вы знаете, да? Теперь уже еще и на догазификацию. Поэтому по новой газификации данного микрорайона, к сожалению, сейчас информации точно нету. Давайте сделаем так. Мы тогда письменно, нужно откорректировать. Я вот только что до приезда у вас был в Сахатранснефтегазе, значит, и мы с Колодезниковым Алексеем Ефимовичем разговаривали о 2 вещах. Подключение новых абонентов и устранение дефицита пропускной способности. По подключению новых абонентов, там, где есть жилые дома, сегодня это социальная функция государства уже. Мы обязаны это делать. У вас же там в Тускуле сколько домов? 15-20 уже есть? Сколько? 1000 участков, 3500 построенные участков. дома сегодня сколько? Пока 50 где-то. 50 есть, да, уже? Вот я в прошлом году, когда вы сказали, я съездил, я там штук 20 максимум насчитал. Нет, есть больше даже. Не нашел, значит, я, да? Вот, и хорошо. Смотрите, здесь сделаем следующим образом. Мы, все, что от нас зависит, мы, значит, схему газификации включили, как я вам обещал. Дороги, как обещал, мы начали строить. И ежегодно там у вас в этом Тускуле мы будем их нарабатывать. По уличному освещению, значит, по всей задаче города мы ее никуда не деваем, мы ее запланируем, сделаем. А с точки зрения газификации, тогда, пожалуйста, контактами обменяйтесь и доведем информацию, какие года должны быть газифицированы ваши дома. Они у нас есть в программе, мы должны газифицировать. Главное, в схему они включены. Спасибо. И насчет отсутствия плана комплексного развития территории. У нас план комплексного развития территории вообще, в принципе, по многим отсутствует. Это же, как вы понимаете, комплексное развитие территории? То есть школа, детский сад? Да, хотелось бы хотя бы приблизительно понимать, когда будет. Если говорить о развитии территории, то мы его уже начинаем развивать, начинаем строить дороги. А с точки зрения подведения, значит, там объектов социальной инфраструктуры, нужно смотреть, у вас там определены земельные участки у них под школу, детский сад? Определены, да? На сколько мест школа, детский сад там у них? Там у них несколько, там 4 садика и 2 школы. 4 садика, 2 школы. Вот как подведена будет газ, как люди начнут заселяться, тогда имеет смысл там строить школу. Сегодня мы, нужно честно, объективно сказать, в центральной части города нужно решать проблему с перегруженностью школ. В Хатасах, вот через дорогу у вас одна из самых перегруженных школ в Хатасах и в пригороде. Слава богу, пристрои там будут решены, но вместе с тем у нас сегодня есть школы, в которых в 1 класс, сколько у нас, 44 ребенка, да, максимум пошло? По 44 на 1 класс. Есть классы, в которых 44 ребенка. Каждый год город растет. У нас каждый, для понимания, мы каждый год растем на 7,5 тысяч человек. Хатасы — это 7 тысяч человек. Каждый год хатасами прирастает город. Этот тренд идет уже 20 лет, и очевидно, он, значит, таким же останется.
Поэтому, значит, вот здесь прозвучал очень важный вопрос. Извините, что немножко отвлекусь. Алексей Климентович, у нас вопрос о организации капитального ремонта и текущего ремонта в наших школах и детских садах. Поэтому я прошу, Георгий Игоревич, сейчас попытаться это отдельным строкой включить в формулировку указа главы республики. Отдельная программа. То есть это же очень четко коррелируется сегодня с нашими вопросами по режимам налогообложения, по режимам субвенции исполнения, потому что, ну сколько вы посчитали же дорожную карту по ремонту каждой школы детского сада? Какой объем там денег нам примерно нужен? Это, 300 миллионов мы должны ежегодно вкладывать, это наша задача примерно. Но теперь нужно посчитать, сколько до 2025 же года была задача вам посчитать, разбить ремонтную программу. Чтобы до 2025 года мы каждую текущую школу отремонтировали где надо. Поэтому здесь вот эту корреляцию необходимо включить уже, отработать совместно с текстом указа. Потому что второй округ городской и второй раз этот вопрос ставится. Можно, да? Да, дальше, пожалуйста. Некоторые участки дорог, которые у нас для улиц, они в частной собственности. Нужно либо их как-то изъять, либо установить публичный сервитут и передать СГХ. Да, так и нужно сделать. Ну вот, что-то никто не делает. Ну, это... А кто должен это сделать? Да, пожалуйста. Мы понимаем. Земельные участки, они, например, где у нас проходит уличная дорожная сеть, они фактически, земельные участки по 10 метров шириной. То есть мы уличную дорожную сеть на сегодняшний день проложить не можем. То есть земельные участки, которые передавать будем мы для Главстроя для реализации, на сегодняшний день они не соответствуют. То есть ранее, когда в 2016 году, помните, утверждался проект планировки, проект межевания территорий микрорайона Тусков, то там было решено таким образом, то, что мнение большинства превыше мнения меньшинства. То есть те, которые соответствуют, они в любом случае должны будут уменьшить свои границы. То есть все эти протокола у нас есть, и голосование жителей тоже есть. То есть тут больше работа самих собственников и микрорайона Тускул намного важнее, чем работа окружной администрации. То есть протокол, когда был утверждался, и мы должны подводить туда инженерную инфраструктуру, вы со своей стороны в протоколах подписывались, что вы все земельные участки приведете в соответствие с границами, которые установлены проектом межевания территории. Но что мы на сегодняшний день имеем, да, в течение 5 лет, из них, наоборот, у нас больше всего заявлений от тех граждан, которые попали именно на уличную дорожную сеть, что они не согласны, и у нас уже, в принципе, по некоторым идут уже судебные тяжбы. Здесь хотелось бы, конечно, обратиться к микрорайону Тускул. Все-таки мы строим для вас инженерную инфраструктуру, да, и нужно понимать, что все-таки границы приводить в соответствие все-таки нужно. Здесь нужно сообща работать. Мы согласны, и публичные сервитуты мы устанавливаем. По тем дорогам, которые мы сейчас в план вошли, они пошли по публичным сервитутам. А по факту должны, по идее, формироваться земли, и собственники должны были, по идее, уменьшиться. Но эту работу с микрорайоном Тускул мы в течение 5 лет не видим. Извините, пожалуйста, мы тоже не можем выйти друг на друга с вилами, да? Законопослушные граждане не должны страдать. Но, тем не менее, у нас есть протокола, которые... Смотрите, здесь предлагаю, тогда вы сами сказали, как чувствовали комплексное развитие территории. Сегодня, Петр Константинович, я тогда предлагаю по этому кварталу, дабы избежать ошибок и проблем, которые есть по Саталу сегодня, не допустить Сатала номер 2 и объявить сразу на всю территорию комплексное развитие территорий. Вы соберете инициативных граждан, и тогда уже под комплексное развитие территорий, изъятие земельных участков под дороги, да, под это все, это будет сделано в рамках муниципального изъятия. А с вилами друг на друга пускать не надо, это действительно так. Поэтому давайте мы отработаем по вашему комплексное развитие территории с целью формирования грамотной уличной дорожной сети. Сегодня в Сатале живет почти 3000 человек. Нету автобусов там, нету возможности построить нормальную школу, которая обеспечивает все потребности, потому что подход был везде одинаковый, и он неправильный везде был. И насчет автобусных остановок, кому я могу подойти? Регламент.
Кому я могу подойти насчет автобусных остановок? Да, я Смотрите, закончила. по автобусной остановке сегодня мы не можем вкладывать туда муниципальные деньги, потому что республиканская дорога. Дорога республиканская. И тем более она стоит в ремонте. С точки зрения, значит, корректировки проекта дополнительной остановки, ну давайте мы официально подготовим письмо от моего имени. Вы подготовили на меня обращение, да? Да, вы указали там места, где необходимы эти остановки? Да, укажите эти места, сдайте, мы тогда от моего имени подготовим письмо, тогда от ДГТИ прошу подготовить письмо в адрес управления дорог республики, чтобы при корректировке проекта сейчас они могли учесть необходимость там, обеспечения остановки с формулировкой того, что мы для себя принимаем комплексное развитие этой территории и, значит, примерно какое количество социальных объектов, какое количество людей будет проживать на этой территории. Спасибо. Всем здравствуйте. Так, Михайлова Александра Васильевна, председатель СОТ «Птицевод». Первый вопрос – интернет. Оптоволокно, которое проект уже был в 2019 году. При предвыборной кампании, когда мы встречались, было сказано, что у нас будет в июле-августе. Но никаких работ пока нету. Ну, смотрите, здесь у нас возникла сложность в Мархе. Марха планировалась подключению к июлю месяцу. Она будет подключена 1 сентября. Люди, которые подключают этого, потом они уйдут, как и обещалось, в южную сторону. Это никуда не делось, просто небольшая задержка произошла. То есть у нас через, на 2 месяца, 3 месяца где-то... Смотрите, да, тут главное успеть до сильных морозов. Это объективная сторона. Мы живем в Якутии, там сильные морозы, как кабели, они не выдерживают. Но задача по подключению 22 год, до конца 22 года от мыса до мыса мы подключим. Процесс пошел немножко сложнее, чем планировалось, но он идет. Спасибо. И второй вопрос. У нас развивается ДСК. Да. У нас вот такие планы, а частный сектор, вот квартал птицевод, какие-нибудь вот по водопроводу круглогодичному, канализации, что-нибудь есть такое? По птицеводу у нас пока есть дорога, только центральная СОТ птицевод, ваша дорога будет асфальтирована. А с точки зрения там, развития инженерной инфраструктуры пока нету ответов. Нет. И третий вопрос. Когда будет расселение дома по адресу автодорожная 4D, который находится под угрозой обрушения? Автодорожная какой? 4D. 4Б. Д. Вот у меня... Департамент жилищных отношений. Можно я об этом доме доложусь? Этот дом признан у нас аварийным. Когда? В 2017 году, да. Но там реально мы выезжали с Кардашевским, Егорем Ефимовичем, там проживать невозможно. Департамент жилищных отношений в курсе. На КЧС мы этот дом выносили. И на КЧС принято решение расселить дом до ОЗП, до того, как запустится тепло. Расселить? Расселить. А куда расселять? Не знаю. Сколькиквартирный дом? Там по факту нужно расселить 4-5 семей. У остальных имеет судебное решение. Кто-то получил квартиры, кто-то получил компенсацию. Там осталось 4-5 семей. Да, ДЖО, в принципе, здесь, мне кажется. Вы в курсе, да? По маневренному жилью мы в данный момент сейчас можем предложить маневренное жилье. Так, смотрите, решение КЧС уже вы сделали, да? Но смотрите, расселить, куда их расселить, это тоже вопрос. Значит, с точки зрения предоставления маневренного фонда это один вариант, но вы должны понимать, что граждане отказываются, бывает, от маневренного фонда. Да, поэтому надо адресно отработать. Значит, люди согласны пока переехать в маневренный фонд? Ну вот видите, а с точки зрения признания его аварийными, дом, значит, только по суду надо обязать город расселять, либо, соответственно, дождаться программы, когда дом будет по программе расселен. Это такой сложный вопрос. Вот было сказано, что вам звонят люди с Лизой Чайкиной.
Мне звонят люди с 1135 деревянных домов многоквартирных в городе Якутске. У каждого из них там на полу вода, там обрушается штукатурка, одинаковая история везде. И, к сожалению, из этих 1135 только 165 попали во вторую программу. Поэтому мы с 2019 года сами признаем эти дома аварийными, платим за людей, делаем все это быстрее. Ну, осталось там чуть больше 100 признать. 900 домов за 2 года признали аварийными. И ждем третий этап программы. Но это что касается проблемы в целом. Относительно, значит, ситуации того, что делать таким людям сегодня, да, вот, которые в такой ситуации оказались, чисто по-человечески я понимаю, что вы на КЧС это решение приняли. Евгений Николаевич, я добавлю, у них судебное решение на руках переселить. Помимо этого, как бы, ну, переселять некуда, а дом там реально, ну, как бы рука через стену проходит, дом каждый день ходит, у нас система отопления каждый день там рвется. Поэтому мы со стороны управы мы жителей как бы уведомили, под роспись выдали всем, уведомили, чтобы обратились в ДЖО. Судебное решение у каждой семьи есть? У каждой семьи рука. На расселение. Ну, слушайте, ну, тогда другой вопрос же. Тогда другой вопрос. Надо посмотреть хорошо. Посмотрим. Все, да? Спасибо вам. До свидания. У вас же сейчас клуб по интересам? Да.